Добрый вечер. 4-й час нашего послевыборного марафона. Лицом к событию. Это 4-й заключительный час веду я, Леонид Велихов. И в гостях у меня сегодня Юлия Галямина. Здравствуйте. Кандидат в депутаты Госдумы по 198-му одномандатному округу север Москвы от партии «Яблоко». И Лев Александрович Пономарев, наш замечательный правозащитник, исполнительный директор общероссийского общественного движения «За права человека», председатель фонда в защиту заключенных, человек с огромным политическим опытом, народный депутат РСФСР в 90-93 годах, депутат первого созыва Государственной Думы. Лев Александрович, здрасте. Здравствуйте. Добавок поздравим Лев Александровича, у него на днях буквально был замечательный юбилей. Спасибо. Да? Поздравляю. Да. И Лев Александрович будет с нами не весь вечер, потому что через полчаса он должен будет уйти, и в студию к нам придет Владимир Кара-Мурза, младший. И с ним тоже нам будет чрезвычайно интересно говорить. Ну, друзья мои, начнем наш разговор. Как вы интерпретируете вот эти вот, ну, уже будем считать результаты выборов? Что это? Победа, поражение? Вообще или мои личные? И личные, и вообще. Вы знаете, я не люблю вообще выражаться языками. Поражение, победа, это все слишком простые понятия. Сейчас у нас слишком сложное время для того, чтобы говорить простыми понятиями. То, что произошло с общефедеральными выборами, это, ну так скажем, это очередная история фальсификаций. Да? Все-таки фальсификации? Ну, конечно, я думаю, что даже если в Москве были фальсификации и случаи зафиксированы, то что там в регионах, и мы это видим, Подмосковье, там в других регионах, Голос вам все рассказал. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, это разрыв между либералами и народом. И разрыв, в котором виноваты обе стороны. Да уж. И с которым нужно бороться, и с которым мы можем бороться. Что касается моего личной истории, то я не знаю свои результаты, я не знаю, что но у вас будет. Тяжелый соперник был. Тяжелый. Ну, соперница. Я не думаю, что она тяжелая соперница. Она вообще неплохая. Тяжелый в том смысле, что тяжеловес политический. Она политический тяжеловес. Галина Хованская. Да, с одной стороны. А с другой стороны, я лично знаю, что я сделала все, что я могла. Больше я ничего сделать не могла. Я вложила все возможные ресурсы, и финансовые, и эмоциональные, и организационные. И то, что я сделала, то я сделала. Да? И то есть в любом случае этот опыт не пройдет даром для вас? Нет. Ну, понятно, что опыт не пройдет даром. И потом это же не самоцель выборы. Выборы — это просто этап. У меня есть долгосрочная стратегия политическая. Я в ней вижу совершенно ясные, понятные результаты, ясные, понятные движения, кандидат цели. Кандидат президента есть в этой стратегии? Конечно. В общем, Юлия Галямина. Может быть. Почему бы нет? Я не исключаю. Мне надо сделать некоторые усилия над собой. Да? Например, мне не хватает еще какого-то образования. У меня сейчас 3 высших образования, может, мне надо получить 4-е. Да, значит, высшее. Мне надо там поработать еще, может быть, с чем-то еще над собой, как над личностью. Но дело не в этом. Это просто дело в этой стратегии, которая у нас есть, и которым я не одна. В ней у нас команда, у нас куча единомышленников, и мы в ней работаем, и мы будем дальше работать. А тот результат, который мы получили, это отражение ситуации в нашем обществе. Юль, скажите, ваш альянс, ваш союз с Яблоком после выборов сохранится? Ну, конечно, мы очень с многими членами руководства, даже Яблока, очень понятных отношениях. Все-таки я считаю, если и были какие-то достижения вот в этой выборной, предвыборной кампании, то это, конечно, то, что вокруг Яблока наконец-то объединились демократические силы. Это были не только члены партии Яблоко. И вот тут я хочу слово Льву Александровичу, который очень много сделал, насколько я знаю, для того, чтобы чтобы Яблоко поддержали действительно хорошие, замечательные люди. России. Да, я, как говорится, в преддверии вот этого всего выборного года был очень огорчен вот тем расколом, который существует в либеральном обществе. И достаточно было посмотреть, да и сейчас можно посмотреть в Facebook, как
половина людей говорят, что вообще надо уезжать из страны, треть говорит уезжать, вторая треть говорит, что не надо идти на выборы, и только треть, может быть, говорит, что надо идти на выборы, и вообще надо спокойнее относиться к тому, что происходит в стране, что вообще говоря, так сказать, мы работаем на историю, понимаете, происходят исторические события в стране, и не надо думать, что в течение там даже очень длинного срока Путина, да, что вот в течение этого времени что либо должно все обрушиться, либо, наоборот, все должно подняться с колен. Лев Александрович, а мы не слишком ли давно и долго работаем на историю? Вот я спрашиваю вас, который был просто одним из первых демократов. Задержался даже в этом. Сколько еще работать-то на историю? Когда мы будем работать, вы, на настоящее. Ну, посмотрите на меня, я спокоен, правильно? Спокойно? Учитесь у меня политическому долголетию. Ну, я на самом деле довольно серьезно говорю, потому что вот эта вот истерия, которую я вижу у своих иногда коллег и друзей, так сказать, она, конечно, меня удручает. И надо просто уметь анализировать события и, в общем-то, спокойно идти вперед. И вот теперь, как я оцениваю эти события? Я считаю это переломным моментом, на самом деле. Вот на фоне вот того, что я говорил, пессимизму, в общем, удалось каким-то образом вокруг яблока объединить. И вот чем я занимался, я объединял интеллигенцию. Вот я уже не я первый дал определение, а я могу сказать, что яблоко становится партией интеллигенции. Она ядро, вот, так сказать, конечно, интеллигенция слово очень осталось ли в России 5% интеллигенции, чтобы яблоко оно размыто, может быть, и так далее. Но, тем не менее, именно вот то, что именно в мегаполисах крупнейших, и в Питере, и в Москве яблоко получило там около 10%, это как раз об этом говорит, что вот где резервы были, и они задействованы, эти резервы, и их надо использовать дальше. И работать не только в Москве и в Питере, а взять все миллионные города, и там тоже концентрированно работать там. И я уверен, что это действительно социальная опора партии «Яблоко» – это интеллигенция. Лев Александрович, но все-таки по экзит-пулам это 3,5%. Да, я понимаю, все-таки, что... наверное, рассчитывали на большее. И такая была, по-моему, очень здорово проведенная, ярко проведенная избирательная кампания. Ну, я понимаю, что вообще-то ожидалось, что будет спад еще в большей степени. Я говорю, на фоне вот того спада, эмоционального даже спада, неверия, тех, что вот большая часть, может, сторонников «Яблока» уже уехала за границу, понимаете? Возможный вариант. Огромный отъезд, огромный, значит, и разочарование, и все остальное. Поэтому то, что вот этот спад, наоборот, не сказался, вот если бы они собрали меньше трети, вот мы посмотрим, в конце концов, сколько будет. Если все-таки больше 3% они собрали, «Яблоко» собрало, это значит, наоборот, это успех. Понимаете, потому что ожидался, что они не соберет 3%. Да, но еще один... Вот на фоне вот этой вот депрессии. Еще один неприятный депрессивный результат, что так плохо голосовала Москва. Все-таки «Яблоко» всегда собирало Москву. И мало пришли, Москва в 2 раза меньше была явка, чем на прошлых выборах. Я понимаю, но вот это не явка, я даже не уверен, насколько она повредила «Яблоко». Да, может быть, это не яблочный был избиратель, это конечно. Вполне возможно, это просто мы привыкли так говорить, что это обязательно яблочный избиратель. А на самом деле, если здесь 10% в Москве есть, я думаю, что такого не было никого «Яблока». И это, мне кажется, вот это очень важный фактор. У нас есть сейчас прямое включение, если я не ошибаюсь, из одного из избирательных штабов. Работаем? Нет, нету. Значит, у нас есть другое прямое включение. Мы говорили, сейчас как раз Лев Александрович говорил об избирателе «Яблока», который, возможно, в большой своей части уехал за границу. И с нами на прямой связи по скайпу Мария Снеговая, политолог, докторант Колумбийского университета из Вашингтона. Маша, вы нас слышите? Здравствуйте, слушаю. Я не только из Нью-Йорка, а не из Вашингтона. Извините, из Нью-Йорка. Извините. Маша, что, как там воспринимаются и первые результаты выборов, и как голосует Нью-Йорк?
Нью-Йорк. Видите ли, в чем дело? Вот власть довольно активно использует, насколько я понимаю, заграничные избирательные участки в этом году. В частности, Приднестровье, например, пририсовали к разным другим избирательным участкам, которые дают фору, соответственно, кандидатам. У нас получилось наоборот. Дело в том, что Нью-Йорк изначально был предписан как раз к округу Гудкова Дмитрия. И Дмитрий, надо сказать, активно вел избирательную кампанию здесь, поскольку эти голоса реально могли ему очень сильно помочь. В смысле федеральном это мало значения имеет, а вот именно для его округа это существенные голоса. Ну и в последний момент, естественно, власти это тоже поняли и изменили. В итоге Дмитрия перенесли в Вашингтон, Чикаго, Майами, а Нью-Йорк остался избирателю для Медведковского округа. Соответственно, нам пришлось голосовать за Яблоко и Андрея Бабушкина в этот раз. Ну что можно сказать? Исторически вообще за границей голосуют менее активно, чем Россия, и, к сожалению, у нас здесь тоже очень много таких лояльных власти избирателей. У нас же Бруклин, это известный такой довольно пропутинский избиратель. В этом смысле, к сожалению, не приходится ждать существенных изменений, но тем не менее я надеюсь, что все-таки Дмитрию Гудкову удалось мобилизовать хотя какую-то часть избирателей в Вашингтоне и в других городах. Будем надеяться, что мы хоть как-то ему поможем. Будем надеяться, потому что... Спасибо, Маша. Будем надеяться, потому что, насколько я знаю, Гудков идет почти ноздря в ноздрю со знаменитым санитарным врачом России Онищенко, и, может быть, как раз Нью-Йорк тут ему и подбросит, что называется, огоньку. Да? Ну, теперь еще одно прямое включение готово. Это Марьяна Тарачешникова из штаба Парнаса. Марьяна, вы нас слышите? Да, Леонид, добрый вечер. Только что закончился брифинг лидера партии «Народной свободы» Михаила Касьянова, и он так назвал сегодняшние выборы «Граждане хоронят страну». Обратил внимание на чрезвычайно низкую явку на голосование в этом году, особенно удручающие результаты, по его словам, наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь людей пришло значительно меньше, чем и на выборы 2011 года. Что же касается нарушений, о которых уже говорили другие кандидаты, то по данным штаба партии «Народной свободы» тоже таких нарушений достаточно много. Особое внимание вызывает ситуация, сложившаяся в Краснодарском крае, где выяснилось, что по меньшей мере на 3 избирательных участках раздавались бюллетени, в которых была вычеркнута партия из строки. По этому поводу уже подали жалобы в Центральную избирательную комиссию. Но вот пока непонятен масштаб катастрофы. Точно известно о 3 участках, а что там дальше на других участках, совершенно непонятно. Собственно, по мнению Михаила Касьянова, основная проблема этих выборов заключается в том, что люди перестали верить вообще в такой конституционный институт, как выборы, и поэтому не посчитали возможным явиться на избирательные участки и отдать свои голоса за каких-либо кандидатов. Таким образом, по мнению лидера партии «Народной свободы», люди фактически свидетельствовали, что переход мирной передачи власти в России невозможно. И сейчас все будет решаться в ближайшие 2-3 года, и вместе с развивающимся экономическим кризисом наступит и политический кризис в стране. Леонид? Марьяна, спасибо большое. Спасибо. Ну, видите, Михаил Михайлович Касьянов настроен крайне пессимистично, и его оценки ситуации, итогов выборов не совпадают, в частности, с вашими, Лев Александрович. Ну, у меня тоже большого оптимизма нет, но я хотел бы сказать, что вот это слово «мирный», «немирный», он меня настораживает. Я должен сказать, что только мирный и эволюционный, я вижу, возможность выхода из экономического, политического кризиса в России. Да, Россия уже один раз попыталась выйти из кризиса немирным путем, и ничего не получилось. И я вот, хоть я не молодой человек, я надеюсь, что все-таки мы
именно мирным эволюционным путем выйдем из того тупика, в который реально тупик. Насчет тупика я готов долго говорить. Да, все так. Знаете, какой я хотел еще бы поставить вопрос, так как раз Юлия с нами именно одномандатница. Вот мы ведь все возлагали большие надежды на то, что по эти возрожденные, восстановленные выборы по одномандатным округам прибавит, что называется, голосов демократическим, либеральным силам. Получается ровно наоборот. Единая Россия собирает очень много. Ну, это не ровно наоборот. Собственно говоря, ничего нового не произошло. То, что, например, я в этом округе, где не было Единой России, не выиграла, это, ну, наверное, это моя вина. Потому что мне не удалось привлечь больше финансовых ресурсов. Например, при том, что я пыталась это сделать очень активно, я делала все, что я могла. Но это не получилось, потому что люди не верят, правильно сказано, в выборы. Да? Не только это, Юля, извините, что я вас перебиваю, но вам не кажется, что здесь еще такой момент? Вот именно в одномандатных выборах что срабатывает? Люди голосуют за того человека, который приближен к власти, вхож во власть, является частью власти, для того, чтобы в надежде на то, что он им реально поможет. Нет. Нет? Люди голосуют за знакомую фамилию. Все. Они приходят на участок, сегодня 20 участков объездила. Я смотрю, как это делается. Приходят люди, пожилая пара, смотрят прям внимательно, изучают, читают, видят знакомую фамилию и голосуют. Про этого человека хоть что-то знают. То, что эти люди не узнали за это время про меня, это моя вина. Ну, у меня еще есть впереди очень много времени. Я смогу работать в этом округе. И про меня узнают. Значит, то, что... Мы с Юлей совпадаем. Да. То, что когда мне говорят, вот там народ у нас не тот попался и так далее. Ну, слушайте, народ у нас такой, какой он есть. Давайте не будем сидеть на стуле и говорить, у нас не тот народ, давайте подождем, когда он станет тот. Он никогда не станет тот, пока мы не будем работать. Да уж. Вот. Да уж. Нет, конечно, все-таки работает, наверное, связь с Единой Россией. Наверное, они все-таки иногда смотрят. У меня не было Единой России в округе вообще. Но была Галина Хованская, которая, по-моему, и Единая Россия, и Справедливая Россия такая... Нет, я воспринимаю скорее как оппозиционную. Ей поэтому и оставили в этом округе. Оппозиционного, но имеющего мощный ресурс. Привычного. Юле, конечно, не повезло, что было Галина Хованская. Мне Нет, слушайте, мне с какой стороны не повезло, а с другой стороны повезло, потому что против единороссов бороться было бы гораздо сложнее. Потому что все-таки обмен ресурса меньше, и мне пришлось меньше тратить. Здесь ситуация в том, что мы не смогли. Я не хочу возлагать на это ответственность за кого-то, там, и говорить, вот народ еще раз не тот попался. Галину трудно в чем-то обвинить, она просто действительно известный эксперт. Она известный эксперт, конечно, тем более в такой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Она голосовала за пакет Яровой. Голосовала, но тем не менее, эксперт очень известный в области городской именно. Мы говорили о народе, об избирателях. У нас есть опрос этого самого народа, конечно, не репрезентативный, но тем не менее из Екатеринбурга. Можем мы сейчас вывести его на экран? За президента, но не за Единую Россию. А почему так? Хитро вот так вот, да. Единой России не нравится. Почему? Они уже не сильно очень много себе подгребли в карман. И гребут постоянно. Не за либералов, не за коммунистов. Вы изучали в этом году как-то предвыборные программы? Не, ничего, даже не лез никуда. Все одно и то же. Не знаю, потому что чего уж сидеть действительно. Я знаю, что будет Единая Россия, будет Жириновский, будет КПРФ, будет Справедливая Россия. Все. А больше там никого не будет. Выборы у нас в стране вообще честно проходят? Или пройдут вот эти? Не совсем честно, но знаете, я жила в то время, когда пришла в 18 лет первый раз голосовать, и там был один кандидат. Я была удивлена, как так, один, зачем его выбирать? Так что теперь все-таки лучше. Право, которое, так сказать, отстояли, действительно выбирать. Конечно, оно какое-то сейчас кривое, и, так сказать, и выборы с нарушениями, мягко говоря, но право нужно пользовать. Все права, которые сумели отстоять, нужно использовать. Если не участвовать, так будет еще просто сползание в полный уже тоталитаризм. К тому же власть увидит,
что людей, которые бы ей могли что-то противопоставить, нет, ну, значит, можно и еще нагнуть. Вот люди ходят, голосуют. Ради бога, разве я им мешаю? Ради бога, хоть 40 раз в день пусть ходят. А вы почему не хотите? Почему должен хотеть? Нет, конечно, не должны. Вот почему, например, сейчас я не хочу спать? Потому что я выспался. Ну, вот так вот. И здравомыслящие люди есть в народе, и скептики, и те, которые рассуждают по принципу, вот все равно какие партии пройдут, за них какой смысл голосовать за других. Понятно, да. Это так называют партия дивана. Партия дивана. Партия дивана. Как вы думаете, вот еще какой вопрос я хотел задать. Как вы думаете, Крым, история с Крымом большую роль сыграла вот в нынешнем успехе Единой России и, ну, вообще в победе как бы власти? Я думаю, сыграла, конечно. Да. Но сыграла. Сейчас немножко это как бы ажиотаж утих, но сыграла. Солидация народа вокруг партии власти произошла, бесспорно. Вам в этом вопросе приходилось как-то лавировать, когда вы встречались с избирателями? Ну, лавировать не приходилось, я всегда говорила свою позицию открыто, но это сыграло, потому что, да, эта позиция Яблока, она играла против меня в основном, хотя... Конечно, были и противоположные случаи. Когда мне спрашивали, вот это Крым наш или не наш, я всегда говорила, опять же, как я начала с нашего разговора, я не люблю мыслить такими ярлыками, стереотипами. Там сложная ситуация и сложно объяснять. А сложные люди не очень хотят объяснять. Они хотят, даже те, которые считают, что Крым наш, или те, которые считают, Крым не наш, они все хотят просто простого ответа. А простой ответ тут не дашь. Ну, уже ситуация не такая, как... Если бы сейчас выборы были в 2014 году, там, конечно, так сказать, были бы вот те самые 85%. Я с вами не соглашусь абсолютно. Я же участвовала в выборах в 2014 году. И в 2014 году вопрос про Крым не звучал ни разу. Они просто были выборы в Мосгордуму. Да, но тем не менее люди могли бы задавать этот вопрос, но они не задавали этот вопрос тогда. Теперь, господа яблочники и яблочницы, еще о чем я хочу вас спросить. Чем вы объясняете вот такой успех ЛДПР? Чуть ли не прилично поднимает свой результат. Потому что Крым не наш, но протеста хочется. Вот. А Жириновский, он умеет, понятие репутации отсутствует, память короткая, ну вот мы и видим этот результат. Вот я одну вещь хочу сказать. У меня организация общероссийская, и есть, вот, например, у меня в Курганской области есть один правозащитник, активный очень парень, правда, отсидел уже немного, тем более знает, что происходит за решеткой, и много работает именно, чтобы помогать защищать права заключенных. Одновременно руководит ЛДПР там, вот представьте себе. И что он не Жириновский, понимаете, он с ним можно иметь дело, и он искренний человек, и он готов там многими пожертвовать даже, чтобы помочь людям. Одновременно руководит ЛДПР, потому что вообще в регионах люди, руководящими отделением ЛДПР, это не очень похоже на Жириновского, скажем так. И многие говорят, что нам все равно, там, что там наверху, важно, что мы имеем возможность здесь финансовой поддержки, можем идти в областную думу, там, в городскую думу. И поэтому партия не надо во всех вот людях, которые входят в партию Жириновского, думать о том, что они такие же сумасшедшие там и, как бы, так сказать, такие же провокаторы, какими является лидер. Она действительно как-то глубоко... Как интересно, хотя, оказалось, ЛДПР полностью как бы ассоциируется с Жириновским, его образом. Я бы сказал так, это у нас в Москве, как бы, мы его только... Да и вообще мы стараемся даже не знать этой партии, по сути дела. Мы ее отодвинулись, и только изредка слышим эпатажные высказывания Жириновского. А вот в глубинке там, я и на Камчатке, помню, я знал лидера ЛДПР местного, тоже нормальный мужик совершенно. Да, серьезно. Они говорят, мне все равно, вот они как говорят, нам все равно какой партии. Мне нужно идти на выборы вот, в областную думу, и вот в этом месте меня поддержали. И я буду там. В России вообще отсутствует сейчас идеология, на самом деле, у людей. Да, у них ощущение. Это хорошо или плохо, Юля?
Да не знаю, на самом деле очень сложно сказать, потому что мы в новой эпохе. Она, может быть, и в других странах это уйдет, просто там традиция. А у нас традиции нет, мы в пустом поле, и поэтому, может быть, мы абсорбируем в себе такие совсем новые веяния. Может, отсутствие политики, вот этой вот традиционной демократической политики, может быть, это вот тоже какое-то рождение нового каких-то институтов. Нет, не духовных скрепов, а каких-то новых институтов, например. Ну, на самом деле, вот я основан на идеологии какой-то. Мне кажется, сейчас такое прекрасное поле, хоть я не либертарианец, вообще либертарианство, потому что у нас прямо на глазах это возникает, это новое совершенно государство параллельное. У меня вот на днях, вот там у нас в Дубках, девушка одна из активисток, она говорит, она врач, педиатр, она говорит, у меня есть теперь будет бесплатный кабинет раз в неделю. Я говорю, ты деньги не будешь получать? Нет, я не буду получать деньги, я буду раз в неделю бесплатно детей лечить. Мне там одно благотворительный фонд дал кабинет и дал оборудование. И анализы будет делать мне бесплатно. То есть вот у нас нет медицины, и у нас появляется параллельная медицина, у нас появляется параллельное образование. Извините, я секунду. Параллельные пожарники у нас есть, которые... Лев Александрович человек увлекающийся, и он не следит за часами. А я знаю, что... Мне надо... Что вам не освободить место? Нет, я, наоборот, вам благодарен. Вам спасибо, Лев Александрович, за ваши действительно усилия, которые вы совершаете на протяжении уже Я Льву Александровичу благодарна просто необыкновенно, потому что он мне всегда помогает. Я ему всеми звоню среди ночи, говорю, Лев Александрович, у нас тут вообще Лев кошмар. Александрович, палочка-выручалочка. Да. Все, спасибо, всего доброго. Владимир Владимирович Карамурза-младший. Пожалуйте в студию. Владимир Карамурза-младший, координатор «Открытой России», старший эксперт Института современной России, заместитель председателя партии «Парнас». Добрый вечер, или доброй ночи уже даже. Добрый вечер. 19 сентября. Да, и сразу как бы в вас и вцепимся. Вы согласны с такой пессимистической оценкой, которую дал лидер Парнаса Михаил Михайлович Касьянов итогам выборов? Ну, во-первых, я хочу поздравить Юлию Галямину, потому что я видел данные первых подсчетов голосов в округе, и там очень серьезные результаты. И на самом деле по стране есть несколько таких островов, где очень серьезные результаты у демократических сил на этих выборах. Помимо Москвы, это, например, Петербург, где, правда, подсчет голосов только начинается сейчас. Но там, по данным экзит-полов, Яблоко на втором месте. И список партии Народной Свободы петербургский. Он пока не преодолевает 5% барьер по экзит-полам, но значительно выше результат у петербургского списка, чем у федерального списка партии Народной Свободы. А также в Карелии и в Псковской области, насколько я знаю, тоже Яблоко проходит, преодолевает барьеры. Я хочу воспользоваться случаем и поздравить моего товарища Бориса Вишневского с переизбранием в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. И пока мы, к сожалению, не знаем еще результаты наших собственных одномандатников, то есть одномандатников, которых поддерживает движение «Открытая Россия». У нас их 19 человек по всей стране, от Петербурга до Иркутска, широкая география. Почему-то очень медленно идет подсчет голосов. Вот сейчас смотрели буквально там на некоторых Что с Андреем Борисовичем Зубовым, непонятно ничего? Пока непонятно вообще ничего. То есть вот в некоторых округах там буквально еще 0,1% участков только подсчитаны почему-то, хотя уже сейчас в Москве 1:30 ночи, но я думаю, что к утру только прояснится картина. Ну а что касается партии Народной Свободы, к вашему вопросу, к сожалению, могу просто констатировать, что то, о чем мы с коллегами говорили еще на июльском съезде партии, а именно то, что ставка на альянс с крайними националистами ни к чему хорошему не приведет, к сожалению, вот мы видим результат этого сегодня. Я могу сказать, что я вообще не считаю, что цель оправдывает средства. Да, это сталинский принцип. Я с ним не согласен, мои коллеги с ним не согласны. И даже если предположить, что принесло бы какие-то голоса, вот это слияние с крайне правыми националистами, даже в таком случае я и мои коллеги выступали бы против этого. Но в результате мы видим, что и результат соответствующий. И я думаю, что сейчас мы уже можем говорить о том, что значительная часть ядерного электората
партии «Народная свобода» просто отказалась голосовать за такой список, где представлены националисты, ничего общего не имеющие с нашей идеологией. Ну и вот мы видим итоги достаточно плачевные этого. Ну, понятно, что нужно делать скидку на то, что это выборы не свободные, не честные, не демократические. Тут это как бы я просто констатирую очевидность, но тем не менее, вот, к большому сожалению, то, о чем мы говорили еще на съезде в июле, о том, что не надо либеральной партии, партия, которая входит в АЛДЕ, в Европейский альянс либералов и демократов, партия, которую основал Борис Ефимович Немцов, не надо этой партии вступать в альянс вот с сомнительными националистическими силами. К сожалению, мы оказались правы, и мы видим результат этого сегодня. Юль, вы согласны, что не должно быть такой политической всеядности в интересах набора голосов, или все-таки возможны компромиссы? Ну, понимаете, в любой деятельности тут важно, какие у тебя ценности и какие у тебя принципы, и какие у тебя цели. И ты должен двигаться к своим целям с прагматическими, конечно, шагами, но не выходя за рамки своих ценностей и принципов. Поэтому это всегда очень сложный момент. Я считаю, что вообще, в принципе, Яблоку и Парнасу надо было изначально объединяться. Вот. Да, это необходимо было делать им хотя бы на уровне одномандатников, потому что если бы у меня не было сейчас одномандатника от Парнаса, то я бы, скорее всего, прошла бы, да, потому что причем там был такой одномандатник, который вообще не вел кампанию, то есть это была просто чисто история про то, как люди не смогли договориться. Я считаю, что не должно было быть партии роста, условно говоря, что, в принципе, люди могли бы договориться, если бы хотели, но, по всей видимости, есть какие-то другие цели, поэтому люди не договариваются. И я не обвиняю никого конкретно, я не говорю, что в этом виноват Парнас или в этом виноват Яблоко. Да? Володь, я добавлю просто, извини на секунду, то, о чем говорит Юлия, это не какие-то умозрительные заключения, это просто данности. Мы это видим на примере, вот, собственно говоря, в результате единственного, к сожалению, округа в Москве, где удалось договориться в полной мере, это 206-й Тушинский округ, где баллотируется Дмитрий Гудков, который был поддержан как Яблоком, так и партией Народной свободы. Дмитрий сейчас, по данным подсчетов, идет практически ноздря в ноздрю, что называется, вровень с небезызвестным господином Онищенко, которого вы уже упоминали в первой части передачи. И сейчас еще продолжается голосование на восточном побережье США, где 4 избирательных участка открыты для российских граждан. Это Вашингтон, Майами, Чикаго и Бостон. Это мне буквально несколько минут назад моя жена прислала фотографию бюллетеня, она поехала, проголосовала за Диму Гудкова. И я очень надеюсь, там будет много голосов. И я думаю, что очень хочу надеяться, что вот эти голоса действительно станут решающими. Голоса российских граждан, которые сегодня голосуют в Америке, и что все-таки нам удастся сохранить в следующем созыве Государственной Думы хотя бы одного нормального, честного, адекватного депутата. Я очень надеюсь и желаю Дмитрию успеха и победы. Ну, сейчас прямой резон вновь нам обратиться к Марии Снеговой. Маша, вы на связи с нами? Да, здравствуйте, коллеги, как всегда. Да. Маш, ну вот как все-таки есть шанс, что Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, что еще у нас? Нет, Нью-Йорка там нет. Вашингтон, Бостон, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Майами подбросят таких решающих голосов, в частности, Дмитрию Гудкову. В том-то и дело, напомню, коллеги, что вся интрига в том, что власти отлично подсчитали, что Нью-Йорк давал Дмитрию Гудкову много голосов, и поэтому именно и изменили нарезку, перенесли его избиратели, соответственно, Вашингтон, Чикаго, Майами. Но мы постарались, как могли, мобилизовать людей. Я знаю, очень много моих знакомых поехали и либо в Бостон, либо в Вашингтон. К сожалению, я сама не смогла поехать по семейным обстоятельствам вот сегодня. Вот. Но будем надеяться, что хотя бы какую-то долю дадут наши голоса, хотя, надо сказать, вот в частности в Нью-Йорке, насколько я понимаю, на 2 часа дня проголосовало всего 600 человек, то есть явка небольшая. Вообще изначально за избирательные участки за границей имеют более низкую явку. Будем надеяться. Я бы просто хотела добавить еще к вашему разговору, который я слушала, еще тот факт, что на этих выборах беспрецедентно просто замалчивается властями информация о выборах. Вот у меня знакомые в Петербурге работали в избирательной комиссии, они говорили, что до самого последнего момента не было даже списка, собственно, участников выборов, непонятно за кого было голосовать. И многие избиратели не нашли просто участки в этом году. В Австралии, например, организовали в нескольких городах досрочное голосование, а в день выборов эти участки не открылись. И так далее, и так далее. То есть явка очень низкая, еще и потому, что власти целенаправленно занижают ее. И надо это объяснять, вот этой нашей диванной партии, что они, не ходя на выборы, делают именно то, что от них хочет Кремль. И, к сожалению, в данном случае они играют на руку Кремлю, когда не приходят и не участвуют в выборах.
Спасибо. Не могу не согласиться. Мы знаем, что есть определенная доля избирателей, которые, контролируются властями, так скажем. Там это бюджетники, зависимые люди, это, просто люди лояльной власти. Это определенный процент избирателей. И его удельный вес тем больше, чем меньше людей вообще приходит на выборы. И то, что мы видим сегодня, к сожалению, когда рекордно низкая явка в Москве, в Петербурге, например, в Иркутской области, где у «Открытой России» 2 кандидата-одномандатника идут, рекордно низкая явка, что-то около 30%. Это, конечно, очень удручающе на самом деле. И, к сожалению... Москва и 30 не натянула. Да, в Петербурге, по-моему, 20 с чем-то тоже. И, к сожалению, действительно приходится признать, что вот те люди, которые там из нравственных, чистых, благородных побуждений говорят, что там не надо садиться за стол с шулером играть и легитимизировать режим и так далее, вот под этими всеми красивыми фразами скрывается то, что они невольно помогают режиму обеспечивать необходимые результаты и обеспечивать абсолютно подконтрольный и безмолвный парламент. Да, не играя против него, на самом деле, вот тогда-то они ему и подыгрывают. У нас сегодня на 341 участке, 461 участке, да, было около 700 людей, которые проголосовали под подкрепительным удостоверением. И, по-моему, 900 было людей, которые пришли с ногами из местных жителей. То есть на самом деле голосовали за москвичей приезжие, и вот этих 28% туда и входят, эти тоже, эти открепительные. На самом деле еще меньше. То есть на самом деле еще меньше. И это опять же наша вина как политиков, что мы не смогли найти те аргументы, которые бы привели этих людей на участки. Я уверена, что мы со временем найдем эти аргументы, со временем что-то изменится, но надо больше работать. Мы очень мало работаем вообще, на самом деле, в политике как таковой. Да, вот это все 10 лет путинских, да, 11 год, вот вообще выборы открылись для оппозиции по сути, по-настоящему. Да. Только в 2013 году появились выборы. До этого это все было так, это где-то было отдельно от нас. Вот Григорий Алексеевич Явлинский неоднократно высказывал опасения, что эти выборы в том случае, если демократические силы, демократическая фракция в них не победит и не образует какое-то ядро в Государственной Думе, эти выборы вообще могут стать последними. Да нет, это не так. Но я думаю, будет. Что это такой излишний, что называется. Это была пугалка перед выборами. Вы знаете, просто мы на самом деле очень много всего добились. Вот мы всем говорим, вот провал тут, провал там. На самом деле нет. Смотрите, вот что мы видим? Видим каких-то там Онищенко, который вообще, где-то там, он выходит, он ставит кубы, он ходит по дворам, он общается с людьми, мы это себе представить не могли 10 лет назад. Вообще, в принципе, что вот Единая Россия пойдет куда-то там по дворам ходить. Навальный научил. Мы научили. Конечно. Да, Конечно. Мы испугали их. Это новая политическая культура. И именно то, чего нам не хватает. Это новая политическая культура. А культура не может за год, за 2 и даже за 5 лет возникнуть. Культура – это длительный процесс. И в ней должны быть такие культурные... Работаем на историю, как говорит Лев Александрович Пономарев. Есть, должны быть те герои, так скажем, не в смысле прекрасные люди, а герои, которые двигают эту историю, которые тащат за собой этот воз. И этими героями должны стать образованный класс, тут никуда не денешься. Но при этом давайте не забывать, что вот сейчас тот созыв Государственной Думы, который сегодня был избран, да, вчера уже, это будет 4-й подряд созыв Государственной Думы, где вообще нет демократической фракции. Да. То есть большое количество наших сограждан, люди, которые выступают за свободную, европейскую, демократическую Россию, таких людей, поверьте, очень много. Я вот постоянно сейчас езжу по регионам, вот несколько часов назад только из Иркутска вернулся, до этого был в Чувашии, до этого в Нижнем Новгороде. Вот в каждом регионе, куда приезжаю, везде есть вот этот сегмент общества, он есть везде. Есть, да. И вот этот сегмент общества лишен права голоса. Лишен полностью политического представительства на протяжении уже 13 лет. С декабря 2003 года у нас в Государственной Думе, не считая там нескольких отдельных депутатов, да, на уровне политического представительства, на уровне фракции, нету своего голоса. И это на самом деле страшно. И вот то, что мы увидели сегодня, опять же вчера, к сожалению, это продление этой ситуации еще на неопределенное количество лет. Это очень плохо, Володя. Наташа Джанпаладова, наш корреспондент из штаба избирательного «Яблока». Добрый вечер, Леонид. Мы сейчас в штабе «Яблоко», где через
Да, здесь через минут 15 начнется брифинг лидеров партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой и Григория Явлинского, которые, как нам обещают, подведут промежуточные итоги, расскажут о тех результатах, которые известны, их прокомментируют, также поговорят о нарушениях. Вот сейчас все ждут этого брифинга. Один брифинг уже был в штабе партии пару часов назад. Здесь выступали представители партии, рассказывали в основном о нарушениях, которые были зафиксированы на текущий момент. Более 400 жалоб было прислано на горячую линию партии «Яблоко», которая работает здесь со вчерашнего вечера. Это жалобы на массовое голосование, на удаление наблюдателей с участков, это вбросы. И, собственно, представители партии говорят, что при более высокой явке на выборы это могло бы быть не так существенно, но поскольку явка на выборах составила около 40%, по последним данным, эти нарушения очень существенны, по мнению представителей партии «Яблоко». И вот по последним данным, пока по официальным данным ЦИКа, партия «Яблоко» пока не проходит в Государственную Думу. Леонид? Спасибо, Наташа. Спасибо. Мы еще об одном таком важном кандидате в депутаты от «Яблока» не говорили сегодня. Это Владимир Рыжков, у которого, по-моему, не очень там хороши дела в Барнауле. Там, честно говоря, это было сразу понятно. И дело не в Владимире Рыжкове, а в той нарезке. Вот то, что классический термин «gerrymandering», да, который с 19 века в американском политическом лексиконе. К сожалению, вот наша нынешняя власть сполна использует эту возможность. То есть то, что мы называем лепестковой нарезкой. Да? То есть раньше вот, в свое время Владимир Рыжков был депутатом именно от Барнаула, был избирательный округ в городе Барнауле. Да? А сейчас там вот так вот 4 лепестка нарезаны, то есть чуть-чуть Барнаула и огромная, значит, территория сельской местности, где просто логистически сложно, насколько я понимаю, вести кампанию. Это не только у него, это везде так вот. Я вот, опять же, несколько часов назад только вернулся из Иркутска, у нас там «Открытая Россия» 2 кандидатов поддерживает в одномандатных округах, у них абсолютно то же самое, та же лепестковая нарезка. Вот у нас кандидат есть в Новосибирске, например, Егор Савин при поддержке «Открытой России» идет, вот, у него... извините меня, до границы с Казахстаном доходит избирательный округ, а начинается в Академгородке в Новосибирске. То есть абсолютно немыслимые вот такие зигзаги на карте, абсолютно понятно, что специально нарисованы таким образом, чтобы максимально усложнить. Вот единственное, где они не смогли это сделать, это Москва и Петербург, поскольку границы округов должны быть в пределах субъекта федерации. То есть Москва и Петербург — это, собственно говоря, единственный субъект федерации, где нормальная нарезка округов получилась. Ну и то у меня вот на самом деле очень большая разница между районами, в котором в центре находится, которые ближе к МКАДу. Просто конечно. Колоссальная. Конечно. Володя, «Открытая Россия» вообще как оцениваете результаты деятельности на этих выборах? Смотрите, ну, во-первых, надо понимать, в чем была цель изначально. Да? Мы прекрасно понимаем, как в нашей стране проходят выборы. Да? На самом деле, там это не вопрос оценки или анализа, это просто факт, что начиная с марта 2000 года, то есть уже более 16 лет, ни одни общефедеральные выборы в нашей стране не признавались свободными и справедливыми. Я сейчас говорю о наблюдателях ОБСЕ и Совета Европы. Вот, то есть мы прекрасно понимаем, что выборы в нашей стране — это не выборы, это квази-выборы. Как выражается Михаил Борисович Ходорковский, недовыборы. И поэтому целью «Открытой России» изначально была другая. Эта цель была помочь новому молодому поколению демократических активистов получить некий политический опыт, участвуя в этом процессе в качестве кандидатов, получить навыки общения с людьми, наработать какое-то имя, репутацию у себя на уровне территории, округов. И, наверное, самая важная цель – это показать нашим избирателям, нашему обществу, что альтернатива есть. Вот та искусственная безальтернативность, которая уже много лет навязывается нынешней властью, причем на всех уровнях, от Кремля до муниципального совета. Вот этот вопрос, если не Путин, то кто? Да? Он же повторяется на каждом уровне, конечно, на уровне регионального, муниципального. Просто главный аргумент. Да, власти. И вот те 2 десятка молодых, либо активных... если не Путин, то кто? Либо если не Путин, то будет хуже. Да. Но вот это отсутствие альтернативы, оно не только же как бы содержательное, оно и персональное. Навязывается якобы отсутствие альтернативы, а вот мы показываем, что это неправда, что альтернатива-то есть. И вот те 2 десятка молодых, энергичных, активных, неравнодушных, профессиональных людей, которые стали нашими кандидатами вот от Петербурга до Иркутска, это вот те самые новые лица будущей демократической России. И я хочу отдельно подчеркнуть, мне кажется, это очень важно, что вот сама эта возможность для нас, для «Открытой России», участвовать в выборах в этом году, этой возможностью мы обязаны Борису Ефимовичу Немцову. Потому что подавляющее большинство, практически все кандидаты, которых поддерживает «Открытая Россия», они выдвинуты партией «Народной свободы» в одномандатных округах. Благодаря вот той самой лицензии, которую 3 года назад Борис Немцов
победив на выборах региональных в Ярославской области, эту лицензию получил. Потому что ты знаешь, что ни одна из партий, которые пытались подписи собрать для участия в выборах, не смогла пройти этот барьер. Поэтому только за счет вот этой льготы, которую мы имеем благодаря мандату Бориса Ефимовича в Ярославской области, мы имеем возможность этих кандидатов выставить. Ну, замечательно, что тем более в этом разговоре мы вспомнили эту чрезвычайно светлую личность Бориса Немцова. У меня тут есть свежие новости, давайте. мне вот пришли, что у меня пытаются в ТИКе Хорошовский переписать результаты, потому что я там побеждать собираюсь. Вот. Это вот то, что РБК, видимо, публиковал. Ну нет, это один из округов, из районов. Ну вот сейчас пытаемся... Наблюдатели есть там на участке? Да, в ТИКе есть, конечно, ПСГ. Ну, что вы хотите? Наступает ночь. Это главное, так сказать, мафия время. Просыпается. Конечно. Поэтому, конечно. Ну, ждем, потому что и Хорошовским не особые отношения. Там была акция «Путин палач Беслана», после которой очень осложнились отношения с местной управой. Это была замечательная акция, но очень, конечно, резкий жест. Ну... Это такой был чисто эмоциональный порыв? Или вы все-таки просчитывали? Нет, мы даже этот плакат придумали по ходу акции. Просто там был такой цинизм, когда Единая Россия проводит такую акцию. Мы, конечно, не против, что я не помню жертв Беслана, но когда перед этим матерей Беслана, значит, вот так вот задерживают, штрафы, обливают зеленкой, что-то такое. И это был, конечно, эмоциональный порыв, и который потом сказался на моих отношениях с главой управы Хорошовского района очень сильно. У нас еще один синхрон одного немаловажного человека, а именно одного из самых известных блогеров российских, Антона Носика. Я бы хотел, чтобы мы его посмотрели и послушали. Все равно мы понимаем, что ничего серьезного в составе нового парламента не изменится. Голоса, отданные за непрошедшие партии, будут распределены между прошедшими. И, в общем, композиция будет та же самая. Большинство у Единой России, а также ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Не нужно гадалки ходить, и не нужно быть даже Антоном Носиком, чтобы предсказать такой результат. То, что произошло. Ну, выборы состоялись, давайте теперь, теперь уже вчерашний день и в буквальном, и в переносном смысле слова. Пока, за исключением еще Тушинского округа, где продолжается голосование, хочу подчеркнуть. Сейчас, кстати, уже сняты все ограничения по поводу агитации по российскому законодательству, поэтому если нас кто-то сейчас слышит на восточном побережье Соединенных Штатов, я бы призвал людей потратить вот час времени на то, чтобы в следующей Государственной Думе звучал голос хотя бы одного приличного, честного, нормального человека, Дмитрия Гудкова. Володь, а что, перспектива все-таки такая, что если и будет человек, то единственный, и опять это будет Дмитрий Гудков? Ну так мы же видим, если даже посмотрим на партийный расклад, то практически картина ровно та же самая, что в 2011 году, за исключением явки, кстати, что тоже немаловажно, потому что это, кстати, тоже на самом деле показатель, что нынешняя власть может обеспечивать себе большинство уже только при минимальной явке. Вот, что, в принципе, тоже не очень хорошо для них, не очень хороший для них признак, но тем не менее картина мы видим та же самая, и если сейчас и есть еще вот какие-то шансы на попадание настоящих небутафорских оппозиционеров в Думу, то это Дмитрий Гудков в Тушинском округе. Но я хочу сказать, вот я историк по образованию, как ты знаешь, и вот история любит шутить иногда, и вот мы знаем случаи, когда абсолютно там реакционные подконтрольные парламенты, избранные при авторитарных режимах, тем не менее сами становились вот механизмами принятия там каких-то важных реформ или перемен. Например, франкистский Кортес, да, избранный, в кавычках избранный при генералиссимусе Франко. Вот после смерти Франко именно этот Кортес как бы утвердил все те реформы, там, да, которые по переходу к демократии проводились. Или там, что далеко ходить за примерами, та же самая Верховная Рада Украины, которая в январе 2014 года приняла так называемые эти диктаторские законы, да, по велению Януковича против Майдана, уже в феврале 2014 года утвердила отставку самого Януковича. Те же самые депутаты, тот же самый депутатский состав. Поэтому я бы не исключал, что вот нынешняя вот эта серая, агрессивно-послушная Государственная Дума, которая была избрана вчера, все-таки она на 5 лет избрана, как мы знаем, а за 5 лет в нашей стране много чего может произойти. Поэтому я думаю, что, может быть, среди тех вот людей, которые в нее вчера, там, сегодня избраны, многие, может быть, сами об этом не догадываются, но в какой-то
момент станут яркими, горячими оппозиционерами. Юль, вам кажется реалистической такая политическая утопия Владимира Кара-Мурзы-младшего? Вы знаете, я вот по-другое хочу сказать, потому что у меня сейчас вот там человек вызывает полицию в ТИК, и, может быть, если можно ему позвонить и вывести его в эфир, то было бы неплохо. Попробуем. Да, вот у нас есть телефон, и, может, ваш редактор это сделает. Произнесите вслух телефоны, наши редакторы услышат и попытаются связаться. Там есть вот моя помощница, она все даст телефоны. Вот. Будем надеяться, у нас не так много осталось времени, но попробуем, потому что действительно момент, что называется, захватывающий. Я очень увлеклась этим сюжетом и не очень услышала, что говорил Владимир. Хорошо, тогда про другое спрошу. Что будем делать после выборов? Ой, у меня вообще все расписано, все понятно на ближайшие лет 10-15, поэтому я работаю, что он выбор, это только этап, он не был целью, какой-то такой самоцелью, да. У нас есть проект «Школа местного самоуправления». Я всех очень призываю в него вступать, общаться и выбираться местными депутатами. Потому что в 2017 году выборы. Через год ровно. Да какой там год? У нас через полгода, в марте 2017 года у нас выборы в Москве, ну пока что. Точно уже? Ну, пока их не переносили с марта. У нас они в марте. У нас выборы начинаются. Мы заканчиваем сейчас. Я пойду, отъеду, отдохну куда-нибудь к родственникам. А в октябре я приеду, у нас начинаются новые выборы, потому что мы собираемся проводить муниципалитеты московские активистам. У нас уже 1,5 года действует наш совместный с Натальей Шевчуковой Юля на связи. Да? Все. Ваша конфидентка. Вот, и она один из выпускников школы местного управления, Катя Иванова, сейчас она что-то расскажет. Да. Да, здравствуйте. Я сейчас нахожусь на территории территориальной избирательной комиссии Хорошовский, которая расположена в Управе. В Управе, значит, открыты кабинеты главы Управы, еще несколько кабинетов, там заместителя главы Управы. В этот кабинет 230 тут сидит заведующий сектором по вопросам строительства и имущественных отношений. В общем, все эти кабинеты открыты, а люди оттуда ходят, к ним заходят члены участковых избирательных комиссий, которых вызванивают, вот, говорят им, что нужно получить какие-то документы, а при этом зашел заместитель председателя территориальной избирательной комиссии и начал возмущаться в отношении девушки, которая не является членом территориальной избирательной комиссии и каких-либо вышестоящих комиссий. Вот, сказал, что вы тут протоколы, почему еще до сих пор там не готовы, вот, и все такое. Вот, я когда обратила внимание председателя ТИК на это, мне сказали, что значит, он сказал, что я никакого отношения к этим кабинетам не имею, я вот отвечаю только за вот этот кабинет, в котором сейчас проводится подсчет голосов, я, значит, и за кабинет, в который значит, располагается в обычное время. Вот, член ЦИК с правом, который присутствует на участке, при этом, значит, сказал мне на улице, что мне нужно вызвать полицию для себя, потому что я не имею права ходить по территории Управы и открывать двери и смотреть, кто там сидит. Вот. Ну и, собственно, и при мне приезжал член участковой избирательной комиссии, девушка, ее тут же сопроводил какой-то молодой человек, который тоже не является членом комиссии. Вот, пытался ее завести в кабинет. Я говорю, зачем, куда вы идете? Они говорят, это рабочий момент. Я говорю, я член ТИК, имею право присутствовать при каких-либо рабочих моментах. Он говорит, это не относится к деятельности ТИК. Вот. Ну, собственно, я пришла в кабинет, стала снимать все на видео. Председатель территориальной избирательной комиссии стал на меня ругаться, что я не имею права его снимать, и чтобы я не снимала его лицо. Вот. Тут же начали члены комиссии возмущаться, говорить, что меня сейчас будут лишать полномочий, давайте сейчас все это ее отстраним и все такое, хотя, естественно, они не имеют на это права. Вот, сейчас я с вами разговариваю, меня снимает член Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса на мобильный телефон. Держитесь. Да. Держитесь. Бурная ночь еще предстоит, я это чувствую, вот бойцы, которых мы вырастили в школе местного самоуправления. Поэтому, если говорить о будущем, мы растим будущих политиков в большом количестве. Мы, собственно говоря, тоже. Володя, един в двух лицах. Парнас, Открытая Россия, жизнь после выборов. 18 сентября ничего не закончилось. Я уже сказал, что проект «Открытая Россия», проект «Открытая Россия» выборный, он рассчитан, безусловно, на перспективу. Смысл в том, чтобы
вырастить и помочь окрепнуть новому поколению молодых демократических политиков. И вот муниципальные выборы, которые предстоят в следующем году в Москве, мы, безусловно, в них также будем активно участвовать, равно как и в региональных муниципальных выборах по всей стране. Ну а дальше в 2018 году, если ничего не изменится, могут быть и раньше, но в 2018 году по расписанию будут президентские выборы. И ты знаешь, что запущен уже проект, который называется «Вместо Путина», по поиску той самой альтернативы, которой якобы нет, а на самом деле абсолютно оскорбительно в 140-миллионной стране говорить, что нет альтернативы какому-то одному человеку. Эта альтернатива есть, и мы ее найдем. Это точно. Мы ее найдем, вы ее найдете, мы ее найдем, Россия ее найдет. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Выборы закончены. Забудьте. Живем дальше. А наш 4-часовой марафон, посвященный выборам в Государственную Думу, тоже завершается. Вел последний час Леонид Верехов. До этого в этом марафоне принимали участие, работали в качестве ведущих Владимир Карамурза, Михаил Соколов и Елена Рыковцева. Всего вам доброго. До новых встреч.